Тем временем республиканский госпиталь ветеранов войн и боевых действий переходит на плановый режим. С 1 июля медучреждение работало с больными новой коронавирусной инфекцией. За это время было принято 800 пациентов. Сегодня же в отделениях госпиталя начали принимать специалисты, открыли двери и все лечебные кабинеты. О радостном событии Анастасия Тюрнина. Нужно это удостоверение, которое ветеран труда, чтобы кто-то принес, хорошо? Есть кто-то, сын, дочь? Ну, сын. Да. Кодное удостоверение нужно нам предоставить, хорошо? Пусть занесут. Первые пациенты госпиталя обследованы. Осталось разместиться в палатах и ждать лечения. Мы открываемся. Сегодня у нас первый день, первый пациент. Вот вы сейчас его наблюдаете. Открываемся в плановом режиме. Все как работали ранее, 1,5 года назад. Сейчас идет новая категория пациентов. Это дети войны. Значит, ликвидаторы Чернобыльской аварии, блокадники, кто участвовал в блокаде Ленинграда. Вот мы эту льготную категорию принимаем пациентов, обследуем, назначаем план обследования, лечения. Работу госпиталя в плановом режиме пациенты ждали с нетерпением. Звонили, записывались в лист ожидания. Первых 25 человек здесь примут уже на этой неделе. А вот Светлана Порошкина в приемный покой госпиталя пришла с направлением из поликлиники. Она тяжело переболела ковидом, легкие были поражены на 75%. Жду, конечно, какие-то процедуры, наверное, будут легче, буду принимать. Средняя пока еще. Одышка есть, подниматься тяжело, ходить тяжело пока. Рады этому событию и сами специалисты. Каждый готов лечить по своему профилю. За время помощи ковидным больным персонал госпиталя преодолел немало трудностей. Пациенты были разные. И теперь врачи готовы помогать в реабилитации. При заболевании COVID-19 очень часто поражается сердечно-сосудистая система. И одно даже не то что осложнение, а именно один из вариантов заболевания – это тяжелое поражение мышцы сердца, миокардиты. Наша диагностика очень нужна как для диагностики этого осложнения, и так для лечения и реабилитации после заболевания COVID-19. Мы обследуем сердечно-сосудистую систему в полном объеме. У нас есть все методики обследования на самом современном, высокодиагностическом и высокоинформативном оборудовании. Больных коронавирусом госпиталь ветеранов принимал до 15 сентября. На днях заключительная дезинфекция показала – так называемые смывы отрицательны. Роспотребнадзор согласовал открытие. За пусть тот небольшой период ковида мы, не покладая рук, работали, и нам удалось привлечь в госпиталь ни много ни мало, а 5 узких специалистов. То есть это врач-лор, врач-невролог, врач-уролог, врач-хирург, врач-эндокринолог. И также еще у нас появился за время пандемии врач ультразвуковой диагностики. То есть теперь вот эти узкие специалисты будут работать ежедневно в нашем учреждении. То есть тем самым мы улучшаем качество и доступность оказания медицинской помощи нашим контингентам. Планов у руководства госпиталя много. В скором времени начнут ремонтировать кровлю и входную группу. Сделают ее доступной маломобильным пациентам. А еще ждут новое суперсовременное оборудование. О нем мы расскажем позже. Анастасия Тюрнина, Олег Юшков, телеканал Юрган.